Всем привет. Ария у нас забрала лейку, не хочет отдавать. Он скалит зубы. Черничка. Так, ну-ка не прокусывай. Так, стой. Ария. Ария. Нет. Все, полетело. А то смотри на нее. Смотри на нее какая. А? Светленький. Черничка. Ария. Да, черника догнала уже почти. Ну, в ширине точно. По высоте еще чуть-чуть не достает. У нас Ария где-то 65-67 холки. Примерно. Я ее не мерил, не могу сказать. Надо как-нибудь рулетку взять и при вас померить. Черника уже в 5 месяцев почти такая же. У нас, посмотрите, какая осень. Ой-ой-ой. Ну все. Сейчас выключу камеру, поиграю с ними. Отдай. Тихо. Ну-ка, не рвать. Не рвать. Чудище лесное. Ну-ка, не рвать. Отдай. Отдай. Схватила. Прессует там вольника. Едьте. Что ты? Ну-ка, хорош. Хвост подняла. Ты за все 2 года почти так хвост свой не поднимала. Здесь смотри на нее. Ай, щипачка. Не щипайся. Эй, стоять. Ну все, рвать одежду начала. Так, черника. Хорош. Там Йети что-то прессует, тайга и вольник вдвоем. Да, ё-моё. Эй, ну-ка не рвать. Черника. Ай, опять схватила. Хорош меня за задницу щипать. Смотрите, вдвоем прессуют. Это они играются. Как Моника. И так, и сяк. С лисом. Всем привет, дорогие друзья! Давно я не снимал видео на YouTube. Вытащил теленка. На сегодня им буду кормить. Куба у нас.
сидит отдельно. Этого только что пересадил, сидел с Вегой лис, так как малышку обижает. Смотрите, у них танцы какие. По отцу брат и сестра. Умка здесь. Те все просятся. Вега. Вега одна, смотри, в каком большом вольере ты сидишь. Да. Вчера вот деревья собирал. В телеграм-канале показывал. Еще и не все дособирал. Там цепь надо новую на пилу. Вот потом это все сожгется. Тут у нас надо садом заняться, перед зимой на растяжке поставить деревья. Вот еще не успеваю ничем этим всем заниматься. Также у нас, посмотрите, сколько ПГСа приехало. 5 КАМАЗов. Спасибо огромное Юрию за то, что проспонсировал это все дело. Там около, не около, а больше 100 тысяч вышло. 112 тысяч, по-моему, вышло вот за вот это все. За 5 КАМАЗов ПГСа. Вот такого, по которому мы ходим. Еще не можем найти бой сейчас. У кого есть возможность бой по адекватной цене заказать, буду благодарен. Пишите в WhatsApp в Санкт-Петербурге, где можно вообще этот бой привезти, чтобы кинуть на дороге и уже сверху вот этим всем ПГСом засыпать. Там у нас сидит братиш с вольфундиками нашими, с гибридами маламута. Тут Сергей свет делает, розетки. Вот он уже сделал, теперь освещается. И на эти вольеры свет есть. Там у нас Синай сидит, отсадили Калити Луи от Веги. Там у нас та же троица охотничья сидит. Алу, Акула и Лорд, брат Лиса. Здесь у нас волчары, посмотрите, какие. Красота наша. Красота. Водичка есть у вас? Есть. Ой, какая ты черная. Арюшка. Ты, да. Черника. У нас светло бегает. Фурия. Акела. Вот здесь надо все это подбивать тоже. Вот здесь тоже дорожку сделали, деревья убрали. Это все дело надо будет граблить. В общем, работы здесь немерено. Тут у нас, смотрите, как уже вольник вырос напротив тайги, какой крупный он. Ему 9 месяцев будет. Да, будет 9 месяцев или уже 9 месяцев. Что-то надо посчитать, не помню. Февральский он. Февральский. Где-то 18 февраля, по-моему, он родился. Или 16. 8 февраля. Будет ему только 9 месяцев. Ему сейчас 8,5. И эти у нас 10 месяцев им. Вот на днях исполнится. Вот они играются с ним. Смотрите. Сейчас я попробую Йети во всей красе показать. Он, видите, когда вот такой смущенный, стеснительный, он такой зажатый, и все думают, что он плохо слажен или еще что-то. Ни в коем случае. Он прекрасно слажен. Сейчас я его попробую. Как и вольник. Йети. Давай. Вот он какой, посмотрите. Ух, какой. Особенно, когда он отдыбит холку или встанет в такое положение. Но видите, он чуть-чуть повыше. Вот здесь не видно, но он повыше чуть-чуть вольника. Но вольник, еще раз повторюсь, на 1,5 месяца младше его. Вот они два будут у нас крупника. Они уже, по-моему, мерил, показывал 72 в холке. Месяц назад были. Посмотрите, какой он огромный. Ну, для этой породы он огромный. Я не знаю, но он уже весит, наверное, 35 точно. Может и больше. Смотрите, у нас тайга, если она рослая, крупная. 66-67 в холке. А этот, смотрите, какой богатырь. Очень сильный вольник. Очень сильно. Укус отличается от западносибирской лайки. Да, про тебя говорю, что ли? Про тебя, лопоухий. Ну-ка, встань красиво. Расселся. Ну-ка, покажи свою стойку. Также он, как и все, со всеми наравне бегает по 25 километров, когда мы выходим гулять. Ни чуточки не устает Йети наш беленький. Костяк, все слажено у него нормально. Просто он то, что крупный, и он растет не так пропорционально, как, например, стандарты, да.
Он как гадкий утенок еще. Я думаю, через 2 месяца он во всей красе предстанет зимой и будет шикарен. Посмотрим на него. Он и так уже красивый. Вот живую, кто приезжал, говорят, он очень красивый. Камера не передает это. Вот, смотрите, у них игры. Они хоть и дерутся, но уже нормально адаптировались. Смотрите. Он за хвост. Ничего себе, игры у вас. Видите, Вольник проверяет его так. Пытается главенство взять в игре, но этот не дается. Ну, когда еда, number one тайга здесь, потом Йети, потом Вольник. По еде как бы это. Вольник отстает, но уверен, когда вырастет, надо будет что-то с этим делать, их рассаживать. Ну, Монечку я отсадил, потому что они прям очень сильно ее обижали. Очень. Они в 4 раза ее крупнее, и ей тяжело с ними справляться. Хоть она маленькая и верткая, но они, если прихватят ее, то она визжала до невозможности. Красавцы, красавцы мои. Ну-ка, идите сюда. Ой, какие красивые. Красивые. Да, посмотрите, желтоглазый какой. Делью. Кто знает в собаководстве, понимает. Это у нас собаки Делью беленькие. Ну, тайга какая. Тайга, ты, скорее всего, не будешь, да, течь. Прозевали мы твою течку. А все равно не смогли бы повязать, потому что гон у волков только начинается вот сейчас потихоньку. Уже входит в этот период постепенно, ноябрь, декабрь. Но у нас у волков конкретно вот декабрь и туда дальше, северных. Вот, а она потекла у нас в сентябре, поэтому и так бы пропустовала. Ну, течка пустую. Поэтому ждем, может быть, в феврале потечет или в январе, когда Ария потечет. Поэтому Ария здесь сидит и рядом вдруг что прикурит и повяжем. О, смотрите на него. Он тайга гоняет его, но тайга с ним не может справиться вот так прям. Он прям отпор дает. В защите стоит жесткой. Не боится ее вообще. Смотрите, уже сдружились. Уже сдружились, да, но он как к мамке к ней. Великаны. А? Великаны? Где твои баки, как у Синая? Скажи, скоро будут к зиме. Все будет, но не сразу. Светлый, ты чё, рыженький? Эти здесь, конечно, перекопали в прошлый раз. Пришлось закапывать, в сетку уперлись. Вон носики, носики. Зайду я к вам попозже. Браться надо у них. Давайте к вам подойду. Вот Синайка. Красавчик. Алита. Он Луя. Луя бедная получает. Но мы ругаем Алиту, да, Алитка? Он все в шрамах, ё-моё. Они еще не оделись на зиму. Ни Алита, ни Луя. Эти уже приоделись. Но это еще щенячье у них. Смотрите на Балта какой, волчара. Ух, ух, да? Этот тоже волчара. Ну, до Братиша вам еще далековато, ребятки. О, Луйка какая. Красотка. И вон наши ребятишки. И вот наш ребятишка. Сергей, как дела? Давайте в кадр хоть вас засниму, а то давно вас не видно, не слышно было. Все? Приезжайте в гости. Приезжайте в гости? Ну да, Подмосковье, приезжайте в гости. Парк, сюда, парк. Парк еще рано в гости. Рановато. За отдельную плату. А, ну за отдельную плату, понятно, в гости можно. Смотри, вот они хватают меня, да, и тянут. Угу. Вот это цепание, ну, не, я тебя знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие красивые. Смотрите на этого. Лорд, брат Лиса. Вон, Алушка. Смотрите, лапы какие.
Крупная. И ты серый. Эх. Акула. Тоже красавец. Лапы, конечно, у них крупненькие, да, тайга. Смотрите на их лапы. Ух, какие лапы. Да, лордик. Лорд, конечно, покрупнее немного лиса. Ну, не немного, а покрупней. Все-таки то, что он родился самым крупным, почти в 2 раза, как врачи сказали, это дало о себе знать. Он крупней, он мощнее такой, грудь побольше, сам пошире, башка побольше, лапы крупнее, вот эти сами мочки лап. О тебе, да, говорю, о тебе. Но лис по экстерьеру, если брать, да, лис, он такой прям кукольный. А этот такой прям мужлан. Вот он какой. Все говорят, что лис похож на Кубу сильно, но я скажу, больше лорд похож на Кубу. Лис не так похож сильно на Кубу. У него и ушки короче, и баки у него чуть больше. Он такой, как лисичка прям. Посмотрите, выйти хочет. В лес хочет. Или вы травы хотите? Давайте я вам нарву тут травы. Лорд, лорд, лордик. Но у лорда, конечно, поменьше мочка лап, чем у вот этих западников. Хотя у Волленда должно быть больше, по сути. Ну, они, западники, до года прям сформируются практически. Ну, потом только вширь. А Волленды, они до 1,5 и могут до 2 почти формироваться. По росту, по весу и так далее. Вон, Луйка. Луйка. Красавица. Синая волчара стоит такой. И эти. Братишки, балтишки, оскришки. Братишки-бальчишки. Балтишки. Балта. Оскар, ну идите сюда. Ай. Оскар. Оскар здоровый какой. Зубы какие. Покажи свои зубы. Ох, зубы. Этот не боится, даже дрели не боится. А вот этот побоится. А вначале он был самый шугливый. Да. Вот сейчас видишь, боится. А этот нет, этот хватает. А этот смотри как. Хорошо, Оскар, молодец. Ой, Балта, молодец, давай. Балта, голос. Голос. Не хочет. Да хорош рычать. Да, он лаял, а тут не лаял. Посмотрите, сейчас кабаны как будут выходить. Они сейчас сидят внутри. Он капусточку пошинковал. Вон у нас куры как выросли. Белые почти в 2 раза больше серой. Хотя серая самая крупная была. А сейчас посмотрите. Даже там одна курица. Вон больше петушка нашего Джокера. Вон, подойдем к Джокеру. Посмотрите на них. Да, курочка мощнее Джокера стала. Джокер, ты чё? Посмотрите на него. Сейчас хрюшкам дадим. О! На выход. На выход. На выход. А они-то всеядны. Он лежит, отдыхает. Сейчас. Пойдем. Скала. Воды надо налить мне. Все, кушайте. Хрю, 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 хрю. Че, уже капусту не хотите есть?
Не понял. Чуть бросается на меня. Что-то капусточку не хотят есть. Зажрались, наверное, а? Иди сюда, скала. Ой, этот. Гималай хотел. Эверест. На. Все, какой. Тут иду. Смотрите, как обдирают дерево. Вон стачивают их. Вот. Вон. Может, коры. Это у нас Джокер, выживший. И он выживал не только, когда приехал в мешке с мертвыми цыплятами, а и здесь, когда были нападения, множество с разных сторон. Вот у нас выжившие, 4 штуки только осталось из 13 или там сколько было, уже не помню. Вот это единственное, кто выжил. Джокер, я даже не знаю, как он выживал в этих ситуациях, но он реально, ему имя выживший, так как он прям в самых сложных ситуациях выходил. Он даже, его не было сутки, по-моему, и выскочил потом, нашелся. Да, Джокер? Джокер, иди сюда, Джокер. Цыпа, 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 цыпа. Иди сюда, Джокер. Иди сюда, иди сюда, иди ко мне. Иди сюда. Идем. Иди сюда. Идем. Посмотрите на него. Какой красивый Джокер. Иди сюда. Ну подходи, не стесняйся. Ты у меня на руках же сидел. Иди сюда. Ух, какой. Всех показал, а Соболя не показал. Бэтмен, Соболюха, иди сюда. Иди сюда, малыш. Залезай. Посмотрите, как он уже оделся. Какой он красивый стал. Масочку приобрел. Полностью сменил шубку свою на зимнюю, да? Красавчик. Кусается он больно, конечно. Когда особенно вцепится, да? Вон у него кашка с утра там. Вчера цыплята были. Питается он хорошо. Ему комфортно одному. Никто ему не нужен. Прекрасно себя чувствует. Вечерами выпускаю его. Он здесь гуляет, бегает, носится. Вот, иногда хочет к волкам забежать, но останавливается где-то 2 метра от них. Смотрит на них, как они его хотят сожрать.
и разворачивается и бежит обратно. Вот и здесь гуляет, в досках там ковыряется, туда побежит, там вокруг побегает. Вот, но потом возвращается. Не сам, конечно, возвращается. Бывает, я его ловлю в руки, забираю и сажу сюда. Бывает, сам залазит. Бывает, сам залазит. Но это очень редко, когда сам залазит. Но, в общем, смотрите, утреннюю кашку ест как раз. Надо убраться. Не очень, конечно, удобно убираться. Так, все-таки доски это не то. Надо, чтобы земля была. Вот, возможно, как и говорил, вот где кабаны сидят, там будем строить ему такой же размером вольер. Кабанов убирать будем на 2 гектар туда. А для него буду строить хороший, надежный вольер. Но это тоже надежный. Где мы вообще покупали, там клетки метр на метр, по-моему. Сергей говорил, они вообще в маленьких клетках живут. А здесь у нас прям лакшери для него. Ну, сделаем еще круче. Что, Фурия? Что хотела? Молодец, молодец.